Приволжский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело по факту смертельного наезда мотоцикла на пешехода на проспекте Победы. Напомним, вечером 8 августа 32-летний мотоциклист сбил 67-летнего мужчину, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. Подсудимый свою вину признал и оказал помощь семье погибшего. До начала судебного заседания виновник аварии надеялся на прекращение уголовного дела из-за примирения сторон. Прокуратура возражала. Что решил суд, расскажет Рамиль Шайдуллин. 8 августа, 9 часов вечера, проспект Победы. 67-летний пешеход погиб под колесами мотоцикла. Позже следователи установят, пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мимо пролетали два мотоцикла, получается, на приличной скорости. Единственное, не видели, на какой этот сигнал светофора выходил пешеход. Ну и все, на пешеходке он его снес, и они оба отлетели. С места происшествия медики госпитализировали 32-летнего мотоциклиста. Последствия полученных травм до сих пор дают о себе знать. До начала судебного заседания мужчина рассказал, что ему перебило позвоночник и парализовало руку. Сам момент ДТП вспомнить уже не может. Я не помню момент ДТП. Ну а тот день помните? День помню. Да. За полчаса до ДТП я не помню. Может, историю вспомните. А куда ехать тоже знаете, да? Сейчас домой ехал. То есть вы не гоняли, там не было Нет. ничего? Помните, да? В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проявляя преступное легкомыслие в нарушение требований пункта 10.1 правил дорожного движения, своевременно не снизив скорость, вплоть до полной остановки транспортного средства, совершил наезд на пересекавшего на запрещающий знак, запрещающий сигнал светофора пешехода, в результате чего совершил наезд на данного пешехода. Своей вины подсудимый не отрицал. Мужчина оказал моральную и материальную помощь семье погибшего. Его простили. Как итог, пострадавшие попросили суд о прекращении уголовного дела из-за примирения сторон. Ходатайство подсудимый и его адвокат полностью поддержали. В соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если лицо впервые совершило преступление небольшой средней тяжести, то заплатило причиненный вред, то возможно прекращение уголовного дела за примирением сторон. Государственный обвинитель возражал, заявив, что прекратить уголовное дело – это право, а не обязанность суда. В итоге, выслушав все доводы, суд вынес свой вердикт. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Камалова Ильсура Марсовича, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим на основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Меру пресечения подсудимого Камала, подписку о невыезде надлежащем поведении отменить, поступление постановления в законную силу. Будет ли прокуратура обжаловать это решение, станет известно в ближайшее время. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Александр Лобанов. Вызов 112.